Межведомственный координационный совет при правительстве Коми по проведению десятилетия детства собирается аккурат перед Днем защиты детей, чтобы обсудить достижения, проблемы и наметить планы. Конечно, в преддверии летнего отдыха первым и главным вопросом становится безопасность детей. В частности, по словам представителей Министерства образования, все чаще появляются организации, которые предлагают досуг для детей в частном порядке, но по сути тоже подлежат лицензированию. Поэтому я обращаюсь к коллегам в муниципалитетах, и с Министерством образования, постоянно мониторить и выходить с проверками по тем организациям, которые предлагают такие услуги. Мы за то, чтобы эти услуги организовывались, но они должны быть также. Если это питание, то это должно быть разрешение Роспотребнадзора, это по сути лагерь, летний лагерь. Если это интенсивы образовательные, которые также заявляются, то интенсив образовательный должен представляться организацией, имеющей образовательную лицензию. Для тех детей, что остались дома и беззаботное лето проводят неорганизованно, объявлена специальная акция «Безопасное детство-2019». В ней участвуют общественные организации, например, Совет отцов Коми, Молодежка ОНФ и просто неравнодушные граждане, с тем, чтобы найти, отметить и, так сказать, обезвредить потенциально опасные для детей места. Только на водоемах Коми за прошлый год погибло 8 несовершеннолетних, поэтому крайне важно не допустить подобного впредь. Акцент делается на то, в каком состоянии находятся наши территории наших муниципальных образований. Детские площадки, спортивные площадки, песочницы, качели. Одно из таких предложений, сегодня сформулированное уже в рамках даже поручения главы, будет звучать так, чтобы на территориях муниципальных образований были созданы карты тех мест, которые являются опасными для здоровья и детей, и даже взрослых. Еще одна среда, которую в вопросе детей обойти нельзя, это семья, а именно малоимущие и нуждающиеся. Ведь благосостояние каждой ячейки общества напрямую влияет и на здоровье ребенка, и на его общее развитие. Одна из мер, которая, как надеются в Минтруде, поможет выводить семьи из состояния бедности, а значит и помочь развитию детей – семейный социальный контракт с государством. Это помощь родителям в переобучении и поиске работы. Спектр помощи очень широкий. Причем каждой из 1300 семей, участвующих в пилотном проекте, у министерства индивидуальный подход. Есть определенные условия, при которых семья может принимать участие в этом социальном проекте. Например, это должно быть согласие всех совершеннолетних членов семьи. Например, эта семья не должна состоять на каких-то профилактических учетах комиссии по делам несовершеннолетних своего района. То есть граждане должны осуществлять активные меры по трудоустройству, допустим, состоять на учете в центре занятости. Сработает мера или нет, покажет время, но направление выбрано обнадеживающее. Еще немало сфер, над которыми идет активная работа, всех не перечислить. Это инклюзивное образование и устройство среды для детского отдыха, и развитие системы дополнительного образования и поддержка одаренных детей. От десятилетия прошел только год, но уже сейчас понятно. Успех будет обеспечен только при самом тесном межведомственном взаимодействии. Евгений Стокас, Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар. В продолжении темы одаренных детей. В Сыктывкарском университете имени Петерима Сорокина состоялось торжественное награждение победителей всероссийских и международных олимпиад. Почетные грамоты и денежные призы от спонсоров получили юные таланты и их наставники. Больше всего трофеев досталось ученикам физмат-лицея в столице Коми. Награды получили также призеры конкурса сочинений «Я гражданин России» и конкурса «Покори университет». С презентацией выступила директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Анастасия Боос. К слову, центр недавно получил федеральное финансирование в размере 200 миллионов рублей. В рамках этой субсидии у нас планируется обеспечить региональный центр, в том числе базу гимназии искусств при главе Республики Коми, на базе которой будут проводиться и организованы профильные программы, оснастить средствами обучения, а также провести небольшой косметический ремонт, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для ребят. Напомним, Центр поддержки одаренных детей существует с мая 2017 года. Он занимается их выявлением и сопровождением. Для этого здесь проводят краткосрочные образовательные программы и конкурсы, по результатам которых дети заносятся в региональные и федеральные реестры достижений одаренных детей.